Туганте, иматурте, etkем enkemnin dili. Dünyada күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Туган тел көне белән. Родной язык, святой язык, как ты прекрасен, целый мир в твоем богатстве я постиг, писал наш великий Тукай в 1909 году. Тогда ему было всего 24 года. Сегодня этими строками Раис Республики Рустам Минниханов поздравил всех с Днем родного языка, который отмечается в день рождения поэта. Он родился 137 лет назад. Габдулла Тукай занимает исключительное место в нашей литературе и истории народа. Ему удалось не только подчеркнуть красоту родного языка, как потом напишут ученые, его поэзия зазвучала в унисон со струнами народной души. Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. А теперь о главных событиях дня. В день рождения великого поэта награда его имени. Очень волнительно получать премию. Я даже не представляла, что я так растрогаюсь. С обладателями одной из самых престижных премий в области литературы и искусства познакомилась Вероника Гайнудинова. Наука и жизнь. Это позволило нам определить новые задачи и определить новые направления развития. В День родного языка Раис Республики встретился с представителями татарстанской науки. Какие проблемы были озвучены и какие проекты поддержаны, расскажет Рамиль Шайдулин. Большая встреча для маленьких россиян. Сказать, что, например, здесь прям совсем у нас провисает и вообще ничего не работает, мы не можем. Что в Казани обсуждают уполномоченный по правам ребенка со всей страны, узнал Дмитрий Аренин. День родного языка традиционно начался с возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю. С охапками красных роз к подножию монумента пришли Раис Республики Рустам Минниханов и государственный советник Ментимер Шаймиев. К торжественной церемонии присоединились председатель комиссии по родным языкам Марат Ахметов и мэр Казани Сурметшин. Накрапывал дождь, но в сквере имени великого сына татарского народа собралась вся татарская интеллигенция и общественность. Это деятели культуры, депутаты, писатели, актеры, школьники и студенты. Тукай объединил все поколения в свой день рождения. Вспоминая Тукая, который стоял на истоках, скажем, бережения, сохранения, развития нашего родного языка, не знаю, есть кто еще, который мог бы так глубоко и масштабно раскрыть смысл, значение родного языка. Каждая сказка, каждая поэма, каждое стихотворение его, она всегда новая для нас. То есть для всех поколений актуально всегда. Знаете, как это сложно писать такие стихи. Надо быть таким гением. У каждого народа, у каждой нации есть свой праздник, свои поэты, которых мы вспоминаем с благодарностью. Пушкин, Лермонтов, у других национальностей. У каждого есть свой Тукай. Это говорит о том, что дух народный живет и хочет жить. Даже вот одно стихотворение «Тугантель» – это показатель именно того таланта, именно того мощного потенциала, именно интеллектуального уровня этого великого татарского поэта. Он не только поэт, он не только общественный деятель, это великий сын татарского народа. Одно из самых ярких и важных событий этого дня – вручение государственной премии имени Габдуллы Тукая. Это главная награда республики в области литературы и искусства. В этом году ее обладателями стали художник Наиля Кумысникова, татарский поэт из Сибири Шавкат Сибгатуллин и архитектор Фердавис Ханов. Государственную награду они сегодня получили из рук Рустама Минниханова. По его указу размер премии в этом году увеличили с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. О народном признании и пути лауреатов к высокой награде в репортаже Вероники Гайнудиновой. Тукай сегодня с нами. Гостей праздника вернули в 1907 год, когда уже сформировавшийся как личность поэт Габдулла Тукай вернулся из Уральска в Казань. Каждый о нем слышал и каждый мечтает увидеть. Великому поэту сегодня 137. Премия его имени – вершина Олимпа для деятелей литературы и искусства. Гений Тукая в рожденных им образах, душевная лирика, острые социальные темы, сатира и юмор. Все филигранно в его бессмертных творениях, отмечает Рустам Минниханов.
Тукай киләчәктә дә милләтебезнең рухи һәм иҗади үсешен яктыртучы маяк булып торачак. Заман безнең алда туган телне, бай тарихи мәдәни мирасны саклау мәсьәләләрен куя. Яңа буыннарга милли тәрбия бирүнең уңышлы юлларын табу бурычы да көн үзәгендә. Премия имени Габдуллы Тукая вручается с 1958 года. Государственную награду присуждают за наиболее выдающиеся, отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства и получившие народное признание произведения и исследования. В этом году на соискание премии было 13 кандидатов. Это 11 человек и 2 творческих коллектива. Кумысникова Найля Халид-кызына. За серию панно в национальной тематике, выполненных в технике кожаной мозаики, премии удостоена Найля Кумысникова. Художник признается, сегодня волнуется как никогда. 65 лет назад одна из первых эту награду получала ее мама, актриса театра Камала Асия Хайруллина. Сама Найля Кумысникова – ровесница Тукаевской премии. Ей в этом месяце исполнилось 65. Татарское прикладное искусство, оно невероятно разнообразно, уникальное. Узоры, уникальные орнаменты. И мне хочется, чтобы мы все гордились этим искусством. Татарский поэт из Сибири Шавкат Сибгатуллин признается, до последнего не верил, что получит премию. Ее ему присудили за сборники стихов. Очень радуюсь. Этот праздник самый большой праздник мой. Ханов Фирдаус Гайнаджанулына. За вклад в развитие отечественной и татарской национальной культуры в области архитектуры и градостроительства премию получает Фирдавис Ханов. В Нижнекамске он проработал архитектором 45 лет, 25 из них главным. По его проектам построено больше 60 объектов. Я преклоняюсь перед своим народом, который принимает эти работы. И я чувствую, что эта работа оставляет здесь свой глубокий след. И главное, это помогает расширению и обогащению татарской культуры. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзалары шагыйрь Гыйззатуллина Флора Сабиржан кызына. Народными поэтами Татарстана сегодня стали Флора Гиззатуллина и Наиль Касимов. Они оба были кандидатами на премию имени Габдуллы Тукая. Признание, конечно, имеет большое значение для Творца. Я очень рад, что дожил до этих дней и буду продолжать творить для своего народа. Как я горд, народ прекрасный, что тебе принадлежу. Быть хочу твоим поэтом, за тебя стоять стеной. Такие строки писал своему народу Габдулла Тукай. В благодарность ему его народ бережно хранит память о своем великом сыне. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Габдуллу Тукая сегодня вспоминали и в Москве. Представители татарской автономии столицы собрались в историческом месте сквере на Новокузнецкой, чтобы почтить память великого поэта. Традиционно в этот день москвичи несут цветы к подножию памятника Габдулле Тукаю в Старотатарской слободе столицы. Представители песенных и танцевальных коллективов Татарского культурного центра Москвы исполнили гимн татарского народа на стихи Тукая «Туган-тель». Это уже добрая традиция. В Казани отметят юбилей основоположника средневековой татарской литературы Кулгалина Баумана. Появится музей татарстанской науки, а на адресные таблички нанесут QR-коды. Эти идеи сегодня на встрече с Раисом Республики озвучили татарстанские ученые. Традиционно в День родного языка Рустам Минниханов встречается с представителями творческой интеллигенции. В год педагога и наставника было решено пообщаться с представителями образования и науки, чтобы услышать их предложения по развитию языка и культуры. Подробнее Рамиль Шайдуллин. Это очень интересно. Еще недавно это было деталями быта каждого татарстанца, а сегодня уже история. Рустаму Минниханову показывают самые узнаваемые вещи советской эпохи. Здесь же рядом экспозиция эпохи Средневековья, редкие и древние документы. Перед нами стояла большая задача, прежде
всего выявить образцы письма европейской цивилизации. В рамках совместного проекта санкт-петербургские и татарстанские ученые изучают российскую традицию письма в контексте истории Европы. Для этого все старинные рукописи оцифровывают в электронный формат. Большинство архивов санкт-петербургские подходящие технологии создали в Татарстане. Одним из первых с результатами знакомят Рустама Минниханова и предлагают осенью провести совместную конференцию в Казани. Давайте определяйте даты, чтобы заранее запланировать. Мы проведем большую конференцию в Казани, посвященную разным традициям письма Европы, включая рабографичную традицию, включая духовное и письменное наследие Республики Татарстан. Это первая такая встреча Раисы Республики с ученым сообществом в День родного языка. Здесь же Азгат Сафаров и Марат Ахметов. Рустам Минниханов подчеркивает, в республике уделяется большое внимание по сохранению татарского языка. Активно работает специальная комиссия. И сегодня хотят услышать представителей татарской интеллигенции, науки и образования. Вместе найти ответы на главные вопросы. Как сберечь язык, как сохранить культуру. Звучат первые предложения. В 2033 году исполняется 850 лет со дня рождения Кулы Гали. Его считают основоположником средневековой татарской литературы и признанным гением всего тюркского мира. 800 лет будет его главному произведению «Кайсай Юсуф». Ученые предложили широко отметить эту дату. Раис Республики поддержал идею. В Союзе писателей республики считают, нужно обратить внимание на многовековое творчество всех знаковых поэтов. Для этого выпустить антологию татарской поэзии более чем в 2 томах с конца 19-го и до начала 21 века. Идея также нашла поддержку у Раисы Республики. Представители Центра письменного наследия рассказали об уникальном проекте «Мирас». Это платформа по оцифровке древних татарских рукописей. Татарстанская наука – это всегда опора на свои истоки, о чем говорят и современные работы. Прямо сейчас ученые занимаются тем, что оцифровывают древние научные труды, написанные еще на арабице. В этом помогает компьютер, который преобразовывает все это в кириллицу. Так, научные трактаты 18, 19 или даже 17 веков становятся доступными в веке 21. Народный учитель республики Камария Хамидуллина предложила создать Всероссийскую ассоциацию учителей татарского языка. Это позволило бы сплотить коллег по всей стране, чтобы сохранять, изучать и развивать родной татарский. И снова поддержка от Рустама Минниханова. Рустам Минниханов поддержал и предложение директора Института языка, литературы и искусства Ким Миннулин. Просил оказать помощь в создании диссертационного центра в Академии наук. Это позволит готовить и национальные кадры не только для Татарстана и татарского мира, но и для других народов. Также представители института предложили открыть в Казани первый интерактивный музей татарстанской науки. Ученые, они всегда скромный народ. Вот наше достижение наших ученых было бы хорошо демонстрировать. И через это мы бы пропагандировали и наш город, нашу столицу, и наш Татарстан. Встреча шла около часа. За это время прозвучали предложения систематизировать традиционные татарские костюмы. Для этого сформировать многотомник с их изображением из коллекций других регионов страны. Ученые из КФУ предложили начать в Казани подготовку студентов по направлениям история, политика и экономика тюркских народов за счет бюджета республики. Озвучили и идею дополнить адресные таблички в Казани информацией о тех, в чью честь названы улицы, например, при помощи QR-кодов. Это очень важное для нас событие, так как мы можем обсуждать, можем задавать через определенные вопросы, решение каких-то конкретных вопросов. Это позволило нам определить новые задачи и определить новые направления развития. Все идеи Рустам Минниханов поддержал. Участников встречи Раис Республики поблагодарил за идеи и инициативу. Они реализуемы и очень важны, сказал он. Рамиль Шайдуллин, Абдельгарипов, ТНВ, Казань.
Аварийные детские площадки, бездорожье и нехватка врачей. Эти темы в топе жалоб в систему «Народный контроль». На какие проблемы обращали внимание чиновников татарстанцы в апреле, читайте в интернет-газете «Реальное время». В России необходимо реорганизовать психиатрическую помощь детям для предотвращения суицидов. Об этом сегодня в Казани заявила уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова. В столице Татарстана с участием Рустама Минниханова открылся Всероссийский съезд детских омбудсменов. Приехали уполномоченные со всех регионов. Приветственную телеграмму участникам адресовал Владимир Путин. Тема форума – медпомощь и здоровье детей. Какие ключевые проблемы и предложения озвучили, расскажет Дмитрий Аринин. В данном приложении мы моделируем ситуацию, которая чаще всего может случиться в школьном классе. Это приложение, разработанное в Татарстане с помощью VR-очков, позволяет оказаться на месте учителя, которому необходимо экстренно оказать медпомощь ученику. Обучение прошли уже 20 тысяч педагогов республики. В условиях максимально приближенных к реальным провести все манипуляции, чтобы на следующий день обучиться сегодня, на следующий день выйти и уже на живом человеке сделать все правильно, без ошибок. Что делать, чтобы сохранить здоровье детей, стало главной темой встречи уполномоченных по правам ребенка со всей страны. На юбилейный 20-й съезд в Казань приехали более 200 участников. Приветствие им адресовал Владимир Путин. Телеграмму зачитала Мария Львова-Белова. Как отметил президент, обширные программы съезда и знакомство с лучшими практиками учреждений Татарстана будут способствовать реализации востребованных инициатив. Отмечу неизменный настрой делегатов на предметное обсуждение актуальных, значимых для государства и граждан вопросов, связанных с обеспечением прав ребенка, его гармоничного и всестороннего развития. Сейчас в Татарстане 850 тысяч детей. Как отметил Рустам Минниханов, в республике уделяется особое внимание вопросам материнства и детства. Это снижение детской и младенческой смертности, профилактика инвалидности, повышение качества жизни. Семейная политика сбережения детства – ключевое направление национальной стратегии. Как отметил Рустам Минниханов, своевременным было решение президента России о создании фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра». Отрадно, что в декабре прошлого года по поручению президента страны возраст получателей такой помощи увеличен с 18 до 19 лет. Это эффективные механизмы оказания помощи самым тяжелым пациентам. Было бы очень значимо и важно, чтобы данная поддержка распространялась и на взрослое население. На самом деле, для бюджетов субъектов это непосильно, это очень сложно. Люди, которые превышают этот возраст, они оказываются в сложной ситуации. Мы, конечно, даже наш субъект, он достаточно по доходам, не самый последний, это очень сложно. По мнению Марии Львовой-Беловой, в России необходимо реорганизовать психиатрическую помощь детям для предотвращения суицидов. Это актуально для Татарстана. Как сообщила Ирина Волынец на заседании Госсовета, в минувшем году в 2 раза увеличилось количество самоубийств среди детей. Счеты с жизнью свели 22 ребенка. Важно, чтобы психиатры своевременно могли сработать на, собственно, остановку каких-то серьезных уже вещей по конкретному ребенку. Поэтому такой, мне кажется, комплекс по реорганизации психиатрической детской помощи по итогам съезда все-таки должен последовать. И с Минздравом мы уже процесс обсуждения это тоже начали. Школам нужны современные медицинские кабинеты, а дома ребенка ждут переформатирования. Работать как ясли до года и помогать в реабилитации родителям с алкогольной и наркотической зависимостью. Это один из успешных проектов Татарстана – «Точка трезвости». Одна из задач работы в Республике Татарстан будет связана с непосредственной работой с родителями, с теми, кто, как мы с вами все понимаем, является главной защитой несовершеннолетнего в этом мире. И те поступающие предложения, которые будут сформированы в рамках съезда, я думаю, станут основой ряда нововведений. Съезд продолжит свою работу завтра. Специалисты детально обсудят обозначенные главные темы и представят итоговые предложения. Также в Казани состоится форум «Папы против травли». На встрече будут обсуждать, как искоренить буллинг в школах. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
В Татарстане больше всего коррупционных нарушений нашли в Высокогорском, Кайбецком и Черемшанском районах. Об этом рассказал главный советник управления РАИСа Татарстана по вопросам антикоррупционной политики. По результатам проверок составили рейтинг министерств и районов по активности органов власти в борьбе с коррупцией. В зеленой зоне оказались Минздрав, Минэкономики, МЧС, Минюст, Минзем и Минпром. В тройке антилидеров – Министерство по делам молодежи, Минкульта и Минсоцзащиты. В прошлом году и в первом квартале 2023-го проверили 397 чиновников. Из них 390 привлекли к ответственности. Это составляет 98% от всех проверок. Это в том числе и у нас представители различных органов государственной власти, органов местного самоуправления. В связи, например, с утратой доверия были уволены у нас несколько представителей в Высокогорском муниципальном районе, а также к дисциплинарной ответственности были привлечены сотрудники Министерства культуры, Министерства по делам молодежи. И они у нас считаются наименее активными, к сожалению, органами госвласти, в которых работу необходимо активизировать. В Ютазинском районе глава поселения продал трактор, а доход не задекларировал. Глава Кошкетенякского поселения Буинска попросил провести дорогу к своему дому, тогда как щебень был закуплен для ремонта сельской дороги. В Агрызском районе проверили 12 муниципальных служащих. Все они были привлечены к ответственности. В федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включены 19 татарстанцев. В 2022 их было всего 3. Сегодня в Казани почтили память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в честь 37-й годовщины трагедии. К мемориалу на перекрестке Ямашева-Амирхана возложили цветы. Напомню, авария на атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В атмосферу было выброшено 190 тонн вредных веществ. Пострадали более 8 миллионов человек. Участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС стали 3500 татарстанцев. Каждый год они приходят к мемориалу, чтобы увидеть своих сослуживцев, почтить память тех, кого уже нет в живых. Мы думали, раз с работы послали, думали, так и надо. Тогда про это, такие героичества, такого не было. Возили доломитовую муку, и наши ребята по полям рассыпали, нейтрализовали землю. Мы заезжаем туда, заезжают там военные, заезжают призванные запаса. Соответственно, навстречу на автобусах, на лошадях. Даже вот до сих пор помнится, что вот запряженные быки, но на Украине это практикуется, вот, беженцы. То есть все, что могли нагрузить, там животных привязывали. Но государство организовывало, как говорится, по мере возможностей. День родного языка традиционно завершается акцией «Мин татарща силяшем». Я говорю по-татарски. Развернулась она на площади перед Камаловским театром и собрала сотни участников. В этом году здесь впервые выбирали раиса татарского языка. Им стал Ринат Галиахметов, известный как блогер Татар Малай. Также вручили антипремию «Тяжело с татарским». Кто ее взял, знает Ирина Сахапова. На площади перед театром Камала яблоку негде упасть. Акция «Мин татарща силяшем» стала точкой притяжения татароязычной молодежи Казани. Атмосферу просто не передать словами. Нужно быть здесь и все увидеть своими глазами. Здесь звучит родная речь на татарском. Звучат стихи, проза, альтернативная музыка. И все на татарском. Эльвира Мифтахова – начинающий автор-исполнитель. Вместе с группой «Гауга» поет песню собственного сочинения «Если любимые скажут люблю». Эту возможность ей подарила победа в интернет-конкурсе на лучшего автора-песенника на родном языке. Татарской молодежи хочется донести какую-то современную татарскую музыку. Я очень рада выступать на одной сцене с «Гауга». Для меня это действительно честь, можно сказать. Вот, призываю всех молодых исполнителей тоже не бояться проявлять себя. Живой рок, рэп, хип-хоп и фолк на чистом татарском. Их исполняют группы «Омаш», «Икияр», «Энекеш», «Мизаж» и блогер Арслан. Отпраздновать День родного языка в их компании молодежь приехала из других регионов России. Казань привлекает своей татарской культурой, своей молодежной атмосферой. «Мин татарща силяшем» – это очень хороший фестиваль. Здесь можно послушать татарскую музыку. Например, мне очень нравится слушать группу «Гауга». Наверное, всем нравится. И здесь можно познакомиться с очень многими людьми. Я коренная татарка и знаю татарский с детства, поэтому
Это мероприятие для нас очень важное. Сегодня вся татарская молодежь объединяется около театра Камала. Акция «Мин Татарша Силешем» проходит с 2006 года. В честь своего совершеннолетия акция впервые прошла под концепцией 18+. Хотели сказать смыслом 18+, что мы совершеннолетние. Это как раз-таки возраст тех подростков, которые чувствуют некую свободу, юношеский максимализм. И вот под этим брендом хотелось уже вдохновить молодежь. В первую очередь, это кульминационное мероприятие в течение года по итогам нашего языкового активизма. Здесь же вручили антипремию «Тяжело с татарским» обладатели IT-парк имени Башира Рамеева и префектуры «Старый город». Если для новой площадки можно найти объяснение, почему мало татарского в оформлении, то для префектуры оправдания найти сложно. Они управляют старой татарской слободой, жемчужиной татарской Казани. Впервые сегодня здесь выбрали раиса татарского языка. Им стал Ринат Галиахметов, известный как блогер Татар Малай. Его определили путем интернет-голосования. Критерии – активно продвигать татарский в социальных сетях. Сирина Сахапова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На этом наш выпуск завершен. С погодой на завтра вас познакомит моя коллега Аделина Зарифова. Передаю слово ей, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сейчас я покажу тебе магию правил дорожного движения. Правая рука выкинута вперед, и пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика. Со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрельсовым транспортным средством во всех направлениях. Со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо. Со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено. Если руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены, то со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, безрельсовым транспортным средством прямо и направо. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть. Со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено. Рука поднята вверх. Движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 правил, когда при поднятии регулировщиком руки вверх водители не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в соответствии с правилами, и им разрешается дальнейшее движение. Не знаете, где списать бонусы Сберспасибо? Конечно, в аптеках Фармленд. Свершилось! Теперь бонусы Сберспасибо можно обменивать на скидки в аптеках Фармленд. Покупки стали еще выгодней. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Дома у сада. Новый квартал сад от Акбарс Дом. Жить, чтобы мечтать и создавать. Акбарс Дом. Дом там, где мы. Здравствуйте! С отходом атмосферного фронта в предстоящие сутки погода в республике наладится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево небо очистится от облаков и вероятность осадков будет небольшой. Будет ветрено, но очень тепло. В темное время суток до 11 тепла, а днем около 21 градуса выше 0. Малооблачная и сухая погода ожидается в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ночью около 12 тепла, днем до 20 градусов со знаком плюс. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше порывистый ветер сохранится. Небо очистится от облаков и осадки маловероятны. Ночью 11, днем до 21 тепла. В Арске, Кукмаре и Балтаси переменная облачность. Ночью не исключены небольшие дожди и около 11 тепла. Днем без осадков и до 18 градусов со знаком плюс. Теплее будет в Болгаре, Доржаном и Буинске. Температура ночью до 11 тепла, днем до плюс 21. Малооблачно, без осадков, но все еще ветрено. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше плюс 11 ночью и до плюс 20 днем. Без осадков, ветер порывистый до 15 метров в секунду. Пятница обещает быть солнечной и теплой.
Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани малооблачная погода без осадков. Ночью до 12 тепла, днем около 18 градусов выше 0. Ветер западный порывистый, к вечеру стихнет. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха около 68%. Магнитное поле Земли в норме. По народной примете день солнечный и теплый сулит хороший урожай. Но об этом пока говорить рано. Сейчас самое время наслаждаться расцветом природы и свежестью весеннего воздуха. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!